Ой, холодно. Только что покушал и еду на тренировку. Ребят, всем привет, всем салам алейкум. Я рад вас каждого видеть. Я понимаю, что я пропал, что не снимаю видео, но на это есть причины, ребят. Во-первых, я работаю. Во-вторых, у меня еще как бы не появилась видеокамера. Хотя бы GoPro-шку я еще не приобрел. Почему? Потому что пока особо и денег как бы нет, да? Вот. Поэтому я не снимаю видео. Плюс еще то, что уже зимний период, быстро темнеет. То есть в 3-4 уже темно, ребят. Поэтому, ребят, смысла нет мне некачественное видео закидывать в YouTube и глаза ваш мозолить, так скажем. Вот, куплю GoPro-шку хорошую, приобрету и буду снимать и днем, и ночью. Вот, ребят, ну, работаем. Также езжу на Аурисе 8 дней, по-моему. Да, 8 дней. 8-9 дней я не работал. У меня Аурис в ремонте был. Что-то с коробкой случилось, я не знаю что. Вот, 8 дней я пролежал в ноябре. И вот только как бы начал нормально работать. Я вам сейчас видео, такой фрагмент оставлю, где я поломался, посмотрите. Друзья, короче, работал, взял заказ по тарифу комфорт. Ехал по дороге, короче, хотел повернуть здесь налево, но так получилось, что я не повернул. Я ехал с клиентом. Клиент как раз был русскоязычный, то ли с Украины, то ли с Беларуси, я не знаю. Вот, ехал, и что-то машина встала возле светофора и такой не едет. Я такой думаю, что случилось? А там у меня чек горит и пишет типа что-то с трансмиссией. Сейчас хозяева приехали, вызвали эвакуаторов, они сейчас приедут, заберут машину. Ну, тут вина не моя, как бы машина, она ровно ехала, без нареканий. И вдруг такой, на светофоре такой, чик, заклинило, и все. Вот. Ну, ребят, сейчас я еду на тренировку. В группе мне написал Саша. Сейчас я его тоже сниму. Он с России, парниша. По национальности он русский. Сейчас он хочет со мной встретиться, переговорить насчет работы, ребят. Вот. Ну, не знаю. Сейчас встретимся, обсудим. Я его выслушаю. Приятно, конечно, когда мне пишут, просят как бы опытом поделиться, да. Мне вообще не проблема в этом. Те, кто здесь находится. А те, кто за границей, то есть у себя на родине, даже мои же кыргызы, казахи, узбеки, туркмены, вот, русские, так скажем. Те, кто не здесь, не в Польше, конечно, я помочь в данный момент не могу, потому что я не хочу кому-то посоветовать какую-то компанию. И из-за этой компании, если вдруг не получится с визой или с приглашением, чтобы я виновен не был в итоге, понимаете? И поэтому я даже советовать не могу, ребят. Я понимаю, что вы хотите как бы узнать, как бы, чтобы железобетонные такие фирмы были, да? Ну, имею в виду надежные фирмы. Но у меня надежных фирм пока нет, ребят. Я думаю, скоро будет. Вот. Поэтому тем, кто за границей, ребят, не обижайтесь, я не могу помочь, честно. А те, кто здесь, пожалуйста, пишите мне по телеграмму, оставляйте комментарии, там, я не знаю, у меня там в телеге есть группа, ну, правда, там мало людей, но, по крайней мере, как бы люди пишут, интересуются. Вот, пожалуйста, пишите, без проблем, где-нибудь встретимся, я вам как бы расскажу, что да как. Ну, ничего сложного, ребят. Вот.
многие пишут, конечно, многим хочется помочь, но, ребят, ну, блин, пока не в моих силах. Я не могу вам приглашение откуда-то достать с небес, я не знаю, там, пойти в любую компанию, там, выпрашивать эти приглашения. Я не могу, ребят, не в моих пока силах это все, да. Но над этим я работаю. Над этим я работаю, и дай Всевышний, чтобы у меня все получилось. Хочется какую-нибудь маленькую, я не знаю, компанию открыть по трудоустройству, чтобы люди, ну, блин, приезжали, работали, да. Я понимаю, сейчас баснословные какие-то деньги отдавать, 2-3 тысячи евро долларами и в ожидании сидеть там 3-4 месяца, некоторые вообще год ждут. Ну это вообще жесть, это, ребят. Можно делать, но, блин, опять же, это расходы, ребят. Причем большие, да? Вот. И просто так деньги на ветер отдавать тоже как-то. И не хочется, чтобы человек последние свои сбережения отдал и остался ничем, да? А есть такие, ребят. Есть такие, я уже наслышан. Вот, поэтому делайте сами, все сами делайте, ребят. Старайтесь, составляйте резюме, переводите на польский язык и отправляйте по работодателям, по компаниям. Мне кажется, из 100, там, 2-3 штуки по-любому как бы вам ответ напишут, там, на контакт выйдут, да? Вот, ребят, старайтесь. Что еще? Насчет Саши. Сейчас он в такой холод на велосипеде едет. Я не знаю сколько. -2 у нас. Он, пацан, сам с Сибири сказал. Сейчас приедет. Посидим, поговорим. Ну, конечно, в такой холод, блин, на велосипеде кататься, это вообще жесть. Вот. Я не знаю, сколько ему осталось ехать. Но я в зал приехал. Сейчас обеденный перерыв. Я покушал. Сейчас пойду в зал. И подожду его, наверное, с ним посижу, поговорю и пойду в зал свои дела делать, а он свои. Чтоб вам, ребят, было в пользу, может он поделится какими-нибудь своими, так скажем, секретами, да, как он приехал сюда и так далее. Вот. Будет интересно, думаю. Ну и оставайтесь, ребят. Короче, отчаянный в такую холод. Ну чё, с приездом? Знакомьтесь, это Саша, да? Сейчас я в наушниках не слышу ничего. Он в наушниках в данный момент. О, какой у него, а? Всем Чё, как привет. дела? Всё, Саша? Хамат, Саша. Саша, очень приятно. Он с России именно. Какой город? Город Тюмень, Сибирь. Ты же не против, если я тебя буду Да, вообще снимать? без проблем. Сейчас мы с ним сядем, обсудим, переговорим насчет работы. Может, он какие-нибудь свои, так скажем, действия скажет, да, как ты приехал и так Да, далее. В конечно. общем, все, ребят, оставайтесь. Ну что, друзья, всем привет еще раз. Вот я встретился с Сашей. Он Александр, то есть полное имя, из Сибири. Какой город сказал? Всем привет, город Тюмень. Город Тюмень. Вот, ребят, видите, как YouTube объединяет, да? Вообще помотало. Да. В общем, он тоже вот недавно приехал. Правда, я не знаю, как куда. недавно я приехал, получается, в середине октября. Мгм. Приехал изначально в Варшаву, но сразу же поездом поехал. Как приехал, прилетел на самолете в Варшаву. Все-таки прилетел, да? Да, Ага. а потом сразу же в этот же день на поезде поехал во Вроцлав, потому что меня там ждала работа на Мгм. складе. Мгм. Вот, и я там отсидел карантин. Мгм. 7 дней прошел ПЦР-тест и вышел на работу на склад. На складе проработал чуть больше месяца. И вот решил вернуться в Варшаву и начать работать в такси. Приехал в Варшаву когда? А в Варшаву приехал буквально Сколько прошло? где-то 2 числа. 2 числа Это, декабря, да? да, 2 декабря. У нас что, 7, да? Сегодня, Ну, в 7-е. принципе, ты написал мне, да, когда приехал, получается?
через Да, пару дней, да? Да. Мгм. В общем, он, значит, прилетел в Варшаву, а я, кстати, приехал на автобусе через Минск. Мгм. Я не Я, знаю, кстати, ты видео смотрел, смотрел нет? видео, Да. да. Москва-Минск и Минск. То есть на поезде я приехал до Минска и оттуда на автобусе до Варшавы. И, кстати, тоже поехал в сторону Вроцлава. Там есть Легница. Там недалеко от Вроцлава. Мгм. Там одна или две станции, по-моему, буквально. Тоже приехал сразу, ПЦР-тест сдал. Кстати, я тогда не проходил карантин. Я Не сходу, надо было, в смысле? я сходу ПЦР-тест сдал. Там же результат мне через полчаса где-то дали. И Я, кстати, я- слышал, что некоторые так и делают. Ну, как бы, не знаю, я решил по закону. ну, получается, ты 8 дней, да, грубо отсидел? Ну, или 7. Да, я с 15, Карантин. там же сутки даются на, типа, акклиматизацию, Мгм. и со следующего дня, с 15 числа, надо отсидеть 7 дней, ну, 8 дней, да? получается? 8, грубо, да? На 9 ты уже вышел на работу. Да. И чем занимался, что за работа? Там получается склад вещей, Мгм. каких-то брендовых, ну, там, я так понял, в основном женские были, но я их не видел, потому что мы, по сути, таскали коробки с Мгм. этими вещами. Мгм. А, Иногда таскали, иногда возили на специальных таких поличаках, Мгм. такие пневмотелеги, короче. А, ну да. Да, перевозили вот именно поддоны, нагруженные вот этими картонами, как поляки их называют, ну, коробками. Вот. И ну, с места на место перевозили, и там еще другие виды работ были, там всякие станки, на них вот эти коробки ездят, там надо эти коробки тоже с этих станков забирать. Фасовали. Фасовали, короче, по сути кладовщик. А, ну понятно. Мгм. То есть груз приезжает, ставят на ленту, груз, то есть через ленту приходят к вам, вы фасуете, да, Да, получается, да. раскидываете Мгм. там по полочкам там. Но мы наоборот, получается, Вы наоборот грузили? что мы ли? наоборот грузили, чтобы их развозили по точкам. Ну, тогда, фасовка. Да, Если фасовка. так взять, да? Мгм, да. А насколько тяжело было работать? Слушай, мне с непривычки, я сам вообще в Тюмени занимался индивидуальным предпринимательством. Мгм. У меня прокат спортивного инвентаря. Это велосипеды, электросамокаты. Ну отлично. Да. И я как-то не привык к такой работе. И у меня был чисто летний бизнес, а зимой я как раз работал в такси. Мгм. И мне У себя там? Да, и мне как бы ближе вот эта вот работа такси. Поэтому я и решил в Варшаве попробовать. Мгм. И когда я приехал на склад, для меня это было дико. То есть, во-первых, нужно было очень много ходить. Ну, представь, по 10-12 часов ты просто тупо ходишь постоянно Ну, а по чё этому делать? складу. Работа такая. Да, и у меня телефон постоянно в кармане лежал, и там насчитывалось по 25 тысяч шагов. Ну, как тренировка, короче, По такая 25 тысяч шагов? конкретная просто. Потом, конечно, я не знаю, с чем связано, но как-то я стал меньше ходить, судя вот по данным телефона, Мгм. то есть там упало где-то до 15 тысяч. Начал экономить. Но, видимо, стал более экономно ходить. Понятно. Ну, это как всегда, да? То есть, Мгм. пока новое место, пока привыкнешь, особо лишние шаги Мгм. стараешься не делать, да? Да. И сколько проработал там месяц? Чуть больше месяца там получилось, месяц и неделя. А, да? Ну. То есть приглашение они делали? Эта компания? Или Да, через мне- агентство? Как вообще, как приехал? Вообще, получается, я также связался с блогером. Мгм. Он, кстати, тоже он с Казахстана. Мгм. Он здесь? Он уехал в Чехию. И я изначально хотел вообще в Чехию, через Мгм. него как бы к нему туда там тоже познакомиться. А получилось так, что у России там что-то с Чехией какие-то конфликты начались. Без понятия. И, ну, я говорю. Мгм. И Чехия там российских послов выслала, Ну, Россия было там дело. что-то Да. чешских послов выслала, и, короче, в Чехию все. Обычно народ, как всегда, страдает, Но а шишки, так скажем, белокосные. шишки бодаются, а Да, народ страдает, да. короче. И? И приняли решение, что надо быстрее уже ехать в Польшу, пока там не перекрыли ничего. Правильно. И То есть он тебе сделал или как? Вообще, он как мне, приглашение он мне получил? выслал приглашение Ага. Электронное или оригинальное? электронно. Мгм. Я не знаю, там у него какие-то связи какие-то были, видимо, на Польшу, и Мгм. он выслал мне приглашение. Я с этим приглашением подготовил полностью пакет документов, сам пошел Весь глобал?
Да, Мгм. визовый центр. И все документы сдал. И единственное, у меня тоже там немножко не так все гладко пошло, потому что, опять же, незнание. Мгм. А, Учтите, ребят, вот эти моменты. да, то есть у нас в России, оказывается, визовые центры, они делятся как бы страну на несколько частей, что ли. Вот, и Да, 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 да. я живу в Тюмени, у меня ближайший визовый центр был в Екатеринбурге. Я думаю, запишусь туда, захожу на сайт, там свободных мест нет. Думаю, посмотрю в Москве, в Москву захожу, там свободных мест нет. Думаю, какой еще ближайший город с визовым центром? Смотрю, Уфа, там мест нету. Смотрю, Омск, опс, куча свободных мест. Я раз записываюсь, все дожидаюсь в момента, подготавливаю все документы, еду в Омск, все такой довольный, захожу в кабинет, все раскладываю, все документы, она у меня все проверяет, так, это все правильно, 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 потом такая паспорт открывает, говорит, а у вас прописка омская есть? Я такой, нету. Прописки у меня не оказалось омской. Мгм. Она говорит, все, не можем у вас принять документы, из-за этого хотя бы временная нужна. Я говорю, какие-то варианты решения есть? Она говорит, ну, единственный вариант, можете позвонить напрямую консулу в Иркутск. То есть Омск относится к иркутскому посольству, Мгм. а Тюмень относится к московскому посольству. И, соответственно, никак. Звоните, говорит, консулу, если у вас получится как-то с ним договориться, он пойдет вам навстречу, то типа Без проблем. без проблем мы сделаем, как он скажет. Я давай дозваниваться. В итоге там с 5-го раза дозвонился, поговорил с этим серьезным мужиком с акцентом. Такой Мгм. спокойный мужчина, все объяснил мне, ну и сказал, что у нас принципиальная позиция, мы не можем идти на какие-то уступки там. Поэтому единственный вариант вам это сделать временную прописку. В итоге я там вспомнил, что у меня знакомая раньше жила в Омске, у нее до сих пор родители в Омске живут, я с ней связался, она позвонила родителям, они пошли ко мне навстречу, прописали меня, но мне пришлось тусоваться в Омске просто неделю. Ну, Да. понял, пока ты сдашь, пока Да, прописку там сделают. пропишут, Ага. И мне опять же повезло с ребятами, которые мне предоставили пансионат, в котором я, по сути, бесплатно жил. Ну отлично. Да. Как хостел типа, да? Да. Ну, То есть познакомился с пареньком, у него там девушка, мы встретились. Они, кстати, тоже собираются в скором времени попасть в Польшу. Уже тоже там готовят документы. Ну, и он как бы сразу так и сказал, говорит, я сейчас тебе помогу, ты потом мне поможешь. Как бы, ну а чё, рука почему руку нет? моет, Ну. поэтому смело. Я за. Да, вот, и в итоге вот так вот он меня выручил, я получил прописку, Мгм. Временная. да, пошел в этот визовый центр, все сдал, у меня все приняли, я поехал на поезде обратно в Тюмень, ну и буквально через неделю мне позвонили, говорят, вам письмо пришло, типа, надо встретиться, заберете. Ну, это как агентство, которое доставляет письма. Ну это просто эти... Ну да, курьеры. Типа. Курьеры, да, 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 да. Я встретился с ним, он мне все письмо отдал, я так немножко запереживал, думаю, что там, какой результат. Открыл, все там, виза вклеена, все. На полгода. Все хорошо, на полгода. То есть ты делал, в принципе, анкету тебе заполнили там, правильно? Или ты сам заполнял анкету? Я вообще не стал ничего делать. Я пришел, за все заплатил, мне все заполнили, сделали страховку там же. Там же сделали да, страховку. все, я все там сделал. Ну, по стоимости мне просто неудобно, как бы у человека выпрашивать. Сколько в общем получилось? Да, если не А, секрет. Я даже где-то записывал, могу сказать. Ну, просто можешь щас- приблизительно хотя бы страховка что Ну, стоит. у меня в рублях. Да, пускай в рублях, ничего страшного. Ну, Хорошая привычка записывать все. я Все вообще расходы. всё записываю. У меня иногда появляется эта функция, так скажем, в голове, но иногда и пропадает, да? Кстати, ребята, что я хотел сказать? Вспоминай. Короче, вырежи этот момент. Я сейчас пока ищу, тоже, наверное, вырежешь. Так, поездка в Омск на 10 дней. Короче, я из-за того, что неделю там тусовался, Мгм. я потратил 17 тысяч. На все про все. Ну, я там кушал, там что-то, ну, все равно что-то... Ну, это грубо где-то, страховка Нет, где-то... нет, это просто вот тупо на жилье. На жилье? Да. 17 тысяч? Человек нормально за неделю отдохнул на Ну. это 17 косарей. А вообще расходы для визового центра, вот у меня записано
округлить 25 тысяч. 25 тысяч. Мгм. Страховка там сколько стоит? Страховка из них получается 11,5. Ух ты, 11,5. В принципе, это на год ты делал, правильно? Страховку, да. Да, страховку он делал на год, 11 тысяч. Плюс 35 тысяч евро, там, типа, прикрывает расходы на ковид, там, АУ, такие были? Я, если моменты, честно, да? даже не вникал. Мне уже лишь бы сделали, и я Ну, поехал. в принципе, страховка, правда, чуть дороже ему обошлось. Можно было бы и чуть подешевле, там, 2 раза. И, кстати, есть. да. Есть выходы там, вот, и... Ну, я не знаю, если что, напишите там в комментариях, я не знаю, может, ссылку я оставлю, может, еще что-нибудь, ну, насчет страховки, где можно подешевле сделать. Вот, ребят, обошлось 25 тысяч. 25 Это чисто на визу. Это вот, да, полностью включая то, что они Анкета, там все заполняли. Да, анкета, виза, фото, мото, все дела, дороги, мороги, да? Мгм. И плюс 17 это чисто твои 17 расходы. это- не включая. Да, это поездка туда Мгм. заплатил, вернулся обратно заплатил, ну, поезд. Ну, это его личные Плюс я расходы. одни сутки я все-таки снял жилье, Мгм. а потом, когда мне сказали, что у меня прописки нету, я жил бесплатно, но мне надо было питаться, Ну да. я там гулял, как бы, ну, и вот 17 тысяч получилось. Ну, грубо 25 тысяч, ребят. 17 мы не будем брать, 25 тысяч. Кому-то везет, у них прямо в городе визовый центр, никуда ехать не надо, пошел, сходил пешком. Ребят, есть такой вариант. Если, например, вы относитесь к Москве или в Питере, вы можете прям прямиком пойти, прям прямиком в этот визовый центр и сказать, я как живой очередь, вот сегодня пришел, мне надо вот сегодня податься, и все, если завтра я не приеду, вы можете вот так бодаться там, зайти без проблем. Я так лично заходил. То есть то, что они на сайте пишут, там, мест нету, и это все лапшагонство, ребят. Тараньте. Прям с утра придите в 8-9 часов и тараньте. Скажите, давайте живую очередь. У вас Кстати, в там... Москве я слышал, что Можно так делать, я так делал. по четвергам вообще Каждый день официально, типа. Каждый день можно, ребят. Каждый день можно. Это просто надо пробовать. Вот я лично так заходил. То есть на таран зашел, говорю, у вас там сайт не работает, невозможно зарегистрироваться, будьте любезны, короче, вот мои документы, все я собрал, вот надо мне сдать и все. И вот так они мне чуть помаялись, там талончик дали, я взял, все сдал буквально там 10 минут, да? Да, Все очень быстро, быстро происходит, очень. и все, и салам алейкум, там через месяц, правда, у меня был готов, а у него прям через неделю это вообще шикарно. Да, ребят. там неделя-полторы, мне уже раз звонок. я Это так удивился. очень хорошо. Октябрь, сентябрь, да, наверное? Или октябрь? Сдавал я в сентябре, В да. сентябре. Мгм. Но сейчас, ребят, сейчас на самом деле очень много отказов. На самом деле. Зима. Старайтесь весной податься и приезжать. Это же тоже, да, в России подавал? А, я в Москве подавался, да. Через Москву я приехал. Ну, отлично, что? Ну, я не знаю, что еще. Вот он приехал, сколько, на складе он чуть больше месяца проработал. Насчет зарплаты мне неудобно, опять же, спрашивать. Не Да люблю я никакой не спрашивать, секрет, да. то есть час, Если не секрет, скажи, пожалуйста, в час сколько платят и какой у тебя график там был? получается, в октябре я там неделю отработал, у нас была зарплата 14,5 злотых за час. А Мгм. потом в ноябре повысили до 15,15 злотых в час. То есть вот за эти месяц и неделю я заработал 400 злотых. Это за сколько дней примерно? Ты помнишь? У меня, Сколько дней у меня проработал? вышло 30 рабочих дней, Мгм. и по часам получилось 295 часов. Понятно. А в день ты сколько работал часов? Ну Например, вот, утром. если в среднем даже вот так посчитать, 30 дней, 295 часов, это в среднем 10 часов в день. Но было по-разному. То есть когда-то мы работали 8 часов, когда-то 12, когда-то 10. Но в основном вот варьировалось 10-12, 10-12. А, отлично. 8 Ну, часов. 10-12 часов, да, получается. А насчет питания? Минус жильё? жилье, да, Мгм. вышло у меня там 500. В хостеле жили? Нет, нас снимали квартиру Мгм. чисто для наших работников. Там было 3 комнаты, в каждой комнате там жило по 3 человека. Жили с Украиной, я жил с Украиной, в Мгм. основном там Украина была. Но, если честно, такие ребята в плане, как вот приехал на вахту, Мгм. все там колдырят, кто-то курит. Мгм. Как бы, ну, мы познакомились, конечно, общались хорошо, все добрые, хорошие ребята, но я просто не приемлю это. Я сам не пью, не курю, и мне как бы это претит. Ну, в принципе, Я кальянчик сам могу покурить, но так сигареты. тоже не курю кальян. Тоже Нет, как бы мне это не нравится, да?
Мгм. Вот. Как Каждому бы, своё, да, короче. каждому свое, поэтому отлично. Ну, опять же, ты говоришь, с украинцами работал, да? Мгм. У нас вообще Еще кто был на там? складе, получается, в основном Украина, Мгм, были белорусы. мгм, Из, так скажем, лидеров, это типа наши начальники, да, мгм, там проковники, они все, конечно, поляки. мгм. Местные. Да. Ну, а как Как отношения? мне сказали, вообще, как будто бы я русский там один вообще был. Потому А. что, ну, кто-то говорит, я вообще в первый раз в жизни русского вижу. Мгм, Кто-то говорит, я первый раз на этом складе русского вижу. мгм. И как бы, ну, видимо, я там один работал русский. А отношение было абсолютно нормальное. Нормально? То есть не было Вообще. дележки там и так далее? Не-не-не. Почему я этот вопрос задал? Потому что очень много в комментариях пишут обо мне на самом деле. То, что, ну, то, что я черножопый на самом деле, узкоглазый, там, Что типа отношения? киргизенок. Ну, так пишут мне А. в комментариях. Как бы, я не хочу говорить, кто именно, но это понятно, да? Поэтому, ребят, для меня русский, казах, киргиз, татар вообще без разницы, да? У меня есть друзья, которыми я учился, вырос, подружка Ольга, Вася, Женя, вот они мои одноклассники, как-нибудь я у них комментарий возьму, да? То есть у нас не было такой дележки, и, Я блин, вообще ребят, ну это... Ко всем национальностям Да, хорошо это, знаете, как бы 21 век, мы люди разумные, мы один раз живем, и так обсуждать, обсирать друг друга, ну, ребят, ну, блин, ну, не знаю, некрасиво, я не знаю, там, ну, мне вообще по барабану на эти комментарии, если честно, YouTube некоторые комментарии блокирует сам по себе, Да? именно вот, российские, там, оскорбительные? да, Мгм. нацистские, вот, так бы я, конечно, выделил бы там жирным шрифтом и показал бы, да, ну, не суть, ребят, а так, всем спасибо. Многие пишут хорошие отзывы на самом деле. И, ребят, я же говорю, вот, мне без разницы, кто, откуда. Вот я с Сашей познакомился, у меня есть, это Антоха. Кстати, Антоха тоже этот ютубер. Мгм. Он чисто по категории С ездит. Мы с ним и в Москве встречались, и здесь встречались, вот недавно Тоже он здесь приезжал. Да, он по Польше, по Германии летает. Прикольно. Он недавно приезжал, он у меня ночевал, Антох. Мы с ним кушали, я его как бы проводил на работу, да, на работу выпроводил. Вот, он скоро приедет, я у него комментарий возьму, тоже так же посижу с ним, У переговорю. меня, кстати, тоже категория С есть. Е? А я нет. У меня тоже С есть, а вот Ешки нет. Вот, ребят, вот человек через блогера нашел, да? Он тебе отправил приглашение, какую-то энную сумму оплатил или как было все? Я, короче, оплачивал за Чехию. Мгм. С Чехии раз не получилось. Он как бы из этой суммы взял за Польшу. Ну сколько вот за приглашение, сколько он взял? На тот момент у него было 200 евро. А сейчас 300 уже. Мгм. Ну, 200-300 это нормальная цена. Правда, ребят. Если это приглашение железобетонное, то это цена приемлемая. Мгм. Некоторые вообще косарь берут. 800 берут. Я не знаю, за что они берут, блин, капец. Люди вон с Казахстана, с Киргизии, да, платят по 2, по 3 тысячи баксами, прикинь. Чуть Чтобы себе. только приехать. Офигеть. И то они сами на очереди стоят, сами проходят. А эти, ну, так скажем, не знаю, кто? Ну, те, кто эти документы делает, да, приглашение. Ну, ребят, это ну, блин, за такие пользуются. деньги продавать, ну, ёпанский городовой, ну, это вообще жесть. Это Грубо. это ужас. Ну, Всевышний судья ему, Ну, им, то есть. Вот, ребят, ну, сейчас человек приехал ко мне, обсудим вообще, как на таксовке у нас дела. Я не знаю, вам будет интересно или нет, может, дальше снимать или нет. не знаю, Ну, смотри сам. Наверное, все, ребят, 14 минут прошло, даже 20, мне кажется. Было очень приятно, ребят, всем спасибо. Я сейчас Саше объясню, как что делать, как работать, где машину брать и так далее, да. Всем спасибо. Ну и все, да? Ставьте Всем лайки. спасибо, да. Ставьте лайки, долбите в Подписывайтесь. колокольчик, да, подписывайтесь, ребята, оставляйте в комментарии, то есть, вот, и будьте с нами. Всем пока, всем удачи.